вечер. Она мечтала стать актрисой, работала слесарем-сборщиком на авиазаводе, училась на филолога, а в итоге стала режиссером и автором сценариев. Сегодня у нас в антракте создательница фильмов, ставших классикой отечественного кинематографа и картин для детей. Почетный гость 10-го Казанского международного фестиваля мусульманского кино Алла Сурикова. Алла Сурикова – режиссер, сценарист, член Союза кинематографистов России, преподаватель Московского института телевидения и радиовещания Останкино. По ее мнению, сегодня одна из главных задач отечественного кинематографа – возрождение детского кино. Алла Сурикова верит, что взрослым иногда полезно чувствовать себя детьми, а завтра будет лучше, чем вчера. Добрый вечер, Алла Ильинична. Спасибо, что вы сегодня в нашей программе. Очень интересно, что вы по образованию филолог и именно специализировались по математической лингвистике. Как так получилось, что вы попали на филфак? И какую роль образование играет в вашем творчестве? Я закончила вечернее отделение русского языка и литературы. Я, в принципе, слово очень люблю, уважаю. Я словоблудка. Я словоблудка, словом я блужу не потому, что я не нахожу возможности блуждать среди стволов, а просто очень не хватает слов, простых и нежных. Но параллельно я училась на матлингвистике. Это было в городе Киев в прошлом столетии. Из Германии приехал профессор Калужнин, замечательный ученый. И его взяли работать в Киевский университет. Он придумал язык для космического общения, как великий математик и ученый. И, конечно, меня потянуло туда, я пришла к нему работать и заразилась этой матлингвистикой. Со временем лингвистика ушла, мат остался. Но на самом деле я против мата. Вот моя позиция такова, что мат на экране не должен существовать. Надо искать замену, надо придумывать слова, если люди должны ругаться. Это беспомощность и низкий уровень культуры. Ну, вообще говоря о культурной ситуации, конечно, кино может играть большую роль в этом деле. И сейчас многие актеры, режиссеры говорят о нехватке хороших сценариев. Вот что вы можете сказать как режиссер, как сценарист на эту тему? Знаете, у меня лежит, по-моему, очень хороший сценарий. Называется он «Любовь и сакс». Саксофон. Любовь зовут ее, она арфистка, а он саксофонист. Это такая семейная ироническая мелодрама. Но пока денег я не нашла, потому что сегодня, к сожалению, прокат не нуждается в таких семейных иронических мелодрамах, а он как бы требует либо убивашек, либо чернушки, либо порнушки, либо краснушки. И пока ну, может быть, в Татарстане найду и буду здесь снимать тогда. Есть много литературы, во-первых, хорошей, которая лежит и ждет своего осуществления. И Татарстан ждет своих режиссеров, художников, потому что здесь очень много и писателей замечательных, и прошлых, и настоящих, и в будущем появятся. И, конечно же, нужна хорошая киношкола, кинокультуру нужно с двух сторон. С одной стороны, делать для детей, для подростков, для юношей такой киноцентр с студией, с павильонами, чтобы они сами писали сценарий, сами снимали от гвоздя до выхода на экран. Потому что у них должен быть стимул. Их кино надо показывать на экране. То есть в пределах ли, скажем, фестиваля «Мусульманское кино», может быть, отдельный конкурс ребят, подростков, или свой особый, или и то, и другое. Но это очень заманчиво, это забирает ребят с улицы, это отвлекает от курения, наркотиков и так далее. То есть практически спорт и кино, как мне кажется, могли бы победить очень много проблем. Вы говорили об этом в связи с тем, что поколение наших родителей и людей, которым сейчас 30-40 лет, они росли на прекрасных, замечательных наших отечественных детских фильмах. И мы сами росли на них. Но сейчас таких фильмов действительно не хватает. Вот насколько реально вновь так развить этот детский кинематограф, чтобы дети перестали смотреть зарубежные диснеевские мультики
переключились. Знаете, я еще раз говорю, что это с двух сторон. Во-первых, надо, чтобы государство поддержало людей, которые вкладывают деньги в детское творчество и в творчество для детей. Для детей. Не для взрослых и немножко для детей. Не подыгрывать под детское кино, а именно для детей. Сказки стоят дорого. И, конечно же, те люди, которые вкладывают деньги в детское кино, должны иметь налоговые льготы. Если этого не будет ничего. Меценаты должны вкладывать деньги в кино. У государства таких больших денег нет. У него есть деньги, но на отдельных членов нашего кинематографического сообщества. Я не хочу называть их. А на остальных нету. И поэтому, сказки будут за 2 копейки. А сказка не может быть за 2 копейки. Она должна быть праздником, фейерверком. Надо все штучно готовить. Надо все делать так, чтобы ахнули дети. Так, как делают там. Пока вот. Тем не менее, вы умудряетесь снимать детское кино, даже в тех условиях, когда, может быть, не хватает каких-то государственной финансовой поддержки. Вот вы в Казань привезли новый детский фильм, приключенческую комедию «Полный вперед». Что это за картина? Это лирико-эксцентрическая, спортивно-ироническая, семейная комедия. О чем она и что вы, может быть, пытались сказать, донести до маленького зрителя, что поменять, может быть, в его мировоззрении? Знаете, очень важно, во-первых, что дети занимаются спортом. Спорт объединяет, закаляет, соединяет семьи. Они бегут эстафету, семейную эстафету. Во-вторых, ребенок должен жить в любви. И любовь эта должна быть родительская с 2 сторон. Желательно, чтобы были и мама, и папа. Мой герой подходит к окну и говорит: «Господи, дай мне, папа, хоть на 1 день, что тебе жалко?» И в это время влетает в окно человек с верхнего этажа, потому что там его, преследует. Он влетает, мальчик с криком «папа» бросается ему на шею. А потом оказывается действительно, что он папа и, в общем, не очень плохой человек. И еще, конечно, очень важный момент в этой картине то, что взрослые должны время от времени чувствовать себя детьми. У нас в картине 3 песни очень хорошие, музыка Максима Дунаевского. И в одной из песен есть такие слова, обращенные ко взрослым: «В детство свое шагни, яркими, чтобы были взрослые эти дни». Вот это тоже очень важно, такое обращение, чтобы взрослые и на картине, на просмотре картины немножко расслабили и воспринимали ее как праздник, как игра, как подарок, как радость. И чтобы те, кто участвует потом с детьми в каких-то мероприятиях, должны понимать, что надо не то чтобы опускаться до детского восприятия, но разговаривать с ними на равных и уметь дарить детям вот это общение на равных и подарок такой искренности и игры, чтобы взрослые умели играть наравне с детьми. Дом есть кто? Я? Кто он ко мне прицепился? Не отцепляется! А если не откроется парашют? Приносите обратно! Заменим! Попали! Зайчик, только на Колдобина сильно не прыгай! Ой, Петрухин. Ты нормально! Полный вперед! А вам часто удается почувствовать себя ребенком? И в каких ситуациях? Да я все время чувствую себя ребенком. Да я и сейчас ребенок. А что такое? Жаль, не озвучила ни одного мультика. Еще все впереди. Какие наши годы? Здравствуйте! 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 Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Если не шутите, здравствуйте. И если шутите, здравствуйте. Я принесу вам на праздники тихие, теплые здрастеньки.
Вы мне насыпьте спасибо. Мы надеемся, что нашу передачу обязательно посмотрят авторы мультфильмов и пригласят вас на озвучивание. Конечно, у нас в Татарстане. Да, пропадает. Нет, ну я озвучила уже попугая, козу, женщину легкого поведения. По озвучанию у меня 5. Сниматься не люблю, а озвучивать обожаю. Вы ведь были автором идеи детского юмористического журнала «Ералаш». В свое время он был невероятно популярным, все дети росли на Ералаше. Вот что сейчас происходит с Ералашем? И возможно ли снова сделать его столь же популярным? С Ералашем происходит то же, что происходит со страной. Есть понятие рейтинга. И ради этого понятия и юмор падает ниже плинтуса. И, конечно, в Ералаш тоже приходит это. Ну, плюс нужны специальные авторы, нужна, наверное, все-таки какая-то такая мощная команда. Наверное, нужны опять-таки другие деньги на Ералаш, чтобы можно было привлекать мощных авторов. У вас есть своя студия «Позитив Фильм». Да. Расскажите, пожалуйста, чем она занимается, что вы снимаете там? Студия «Позитив Фильм» делает фестиваль «Улыбнись, Россия», снимает цикл «Провинциальный музей России», которых уже 80 картин в этом году. И я снимаю на этой студии уже, по-моему, сняла вот 5-ю картину. Но задача студии, если она будет жить дальше, потому что время сложное, и маленькие студии выживают с трудом, нести позитив в мир, соответствовать своему названию. О фестивале немножко расскажите, пожалуйста. «Улыбнись, Россия» уже проводится много лет. У нас есть такой гимн фестиваля, где есть такие строчки: пока живешь, почаще смейся, пока смеешься, ты живешь. И вот это девиз фестиваля во многом. Еще, значит, девиз фестиваля – это слова Толстого: «Смех – это человеколюбие». У вас там есть ведь очень интересная молитва и награда за вклад в чувство юмора страны. Да. А что за молитва? Это молитва великого утописта Томаса Мора: «Господи, одари меня чувством юмора, осени меня милостью своей, отзываться на шутку, дабы познал я радость в жизни и разделил ее с другими». Алла Ильинична, вы очень позитивный человек. А от чего вы подзаряжаетесь в жизни? У меня, во-первых, есть собака Фая, кроличья такса. Когда я приезжаю на дачу, она бежит и с такой радостью бросается ко мне, и так меня обцеловывает, и так машет хвостом, что кажется, что хвост оторвется. А мой муж смотрит на нее с такой нежностью, что я ему говорю: ты можешь, не меняя выражение лица, повернуться ко мне? Вот еще кошки 2, Кузя и Кука, тоже, которые дарят радость. Еще студенты. Я люблю дарить и помогать. Спасибо большое. Под занавес предлагаю вам короткую рубрику из коротких вопросов, коротких ответов. Алла Ильинична, какие ваши любимые занятия, помимо съемок кино, конечно? Я люблю гулять с Токаревой. Я люблю есть картошку с селедкой и выпить рюмочку настойки, которую практически я делаю сама. Я люблю спать. Я люблю встречаться со своими студентами. Я люблю своих внуков. А кто ваш любимый писатель? Довлатов, Аксенов, Войнович, Токарева, Пушкин, Лермонтов, Бродский, Пастернак. Кого вы считаете героями? Сегодня героями, да Путин сегодня герой. Что бы там кто бы ни говорил, он герой, потому что он точно понимает. И Лавров мне очень нравится еще, Сергей Викторович. Вот 2 героя. А если бы вы поймали золотую рыбку, какие 3 желания вы бы загадали? Я бы, первое желание, чтобы я снимала долго и долго всякие кино, чтобы были деньги на кино. Второе желание, чтобы все мои близкие были здоровы и счастливы. И третье желание, чтобы был мир на Украине, чтобы был мир в России, чтобы было спокойно,
чтобы все жили в мире и благополучии. А у вас есть жизненный девиз? Пока живешь, почаще смейся, пока смеешься, ты живешь. Спасибо большое, Алла Ильинична, за участие в нашей программе. До свидания.